новогодные изделия. Я помню, Новый год был, а у моих хороших знакомых сын в Америке по обмену был. И там, видно, он жил в одной семье, и те попросили хотя бы видео какое-то прислать с наших праздников. Ну вот они мне дали камеру, такую небольшую видеокамеру. Это уже в то время, понимаете, вот сейчас скажу, какое это было время. Я ходил, снимал, мне говорили, вы с телевидения? Вы с телевидения? Вот. Я снимал новогоднюю елку, чтобы они могли отослать ему в Америку, и там те посмотрели бы, как у нас праздники проходят. Агросила. Сила, у кого деньги есть, кто сможет купить это. Вот это вот сила, агросила. А это что? Не знаю. А он же, производитель, себе в убыток не работает. Он просто это то, что убытки, как, или как расходы, или как сказать, накладные расходы все туда вложил, и все накладные расходы. И сверху там себе доход закладывает. А вот человек, допустим, взял кредит в банке и начинает там дело вести. Это же, знаете, не в Турцию, как раньше челноки ездили и залетали. У меня, помню, когда только депутат прошел, у меня как раз остались еще деньги с компанией, с этой. И у меня сотрудника бывшего жена, значит, собралась в Эмираты ехать, учительница. Зарплата нищенская у них была. И вот, чтобы это, значит, что-то там привезти и продавать. Привезла она там. Больше всего впечатлений и видео, как они по Эмиратам ездили. А ничего это. Товар не пошел у нее. Товар не пошел у нее. Это надо уметь. А еще быстрее. А давайте. Это вот раньше стоял где? Национальной деревне и прочее. Все оттуда сюда пока временно, видимо, перенесли, что ли. А там что в центре пока затеяли, не знаю. Молодцы, аплодисменты, просто своим детям! Я не понимаю, вот в Екатеринбурге учился я на журфаке. Там в Сабантуе 2 дня проходили, суббота, воскресенье. Единственный раз помню, мы как-то экзамен были, что там, и мои со мной, которые учились, узнали, айда, говорит, поехали в парк Маяковского. И я на Сабантуе поплясал. Там еще я плясал, без них помню, и еле ноги домой приволок. А на второй день хочется идти, хотя ноги еле двигаются. Не выдержал, я думал, просто пойду посмотрю. Не выдержал, и еще один день плясал. Да. Это экзотика для горожан. Мы с ними росли, их пасли. А для вас это экзотика. Офигеть. Куры стали экзотикой. Корова стала экзотикой. Ну да, из пальмы молоко, масло все гонит. Корова экзотикой становится. Помнится, в Одессе я не знал, племянницы пошли в зоопарк, и там кони голодные. Даже вот полусухую траву срываешь, кидаешь, они там кидаются на эту траву. Кони голодные очень были. Потом, лебедь, он этот с достоинством выплывал я. Значит, решил покормить уток, и лебедь с достоинством выплыл. И я не кормил ли. Утки надеялись, что-то борщиться начали. Лебедь выплыл с достоинством, видит, что еды нету, и с тем же достоинством уплыл обратно.
Вот так наши предки без телевизора, без хоккея жили. Топили избу, слушали сверчка вместо магнитофона или там. Здесь татары в деревянных избах жили. Наши татары, предки с 1880 года в саманных домах жили в Оренбургской области на границе Казахстана, Оренбургской губернии. В диковину было. А, у купцы жили в деревянных. Там соседнее село, казахцы Куги. Отец говорил, потому и назвали Куги, что у татарского купца казахский бай какой-то выкупил деревянный дом его, то ли зеленый. Ну, у нас там кук чай же, зеленый чай, да, кук. И вот издали вот этот дом, в глаза бросался, и Куги назвали. Куги. И на карте и сейчас можете найти это село Куги. Это значит Хабдинского, что ли, района Актюбинской области. Bizim üstte kolda Şamil Osmanov'da. Hayır. Вы еще едете только? Молодец. Исімі нешек? Амир, Амир? Мұнда Шаллыда тұрасың ма? Казанда. Қазанда? Анда қой үйрендік сен аны? Менен бабакаяны ясый. Бір қурайлар сота гіл келіп болған, бұйыл үйік сабан тойда бір бабай шу мекен әлі? Қурайлар сатадыр. Меңа рахмет. Міне мен сізге бұшылай реклам ясай алам, бірнеше видео ол шылай ойнаса, міне шылай рекламны қоябыз да, ютубта тұра алмайды, тілесәгіз, ойнаса шылай. Так, міне тамам етем, қазір тамам етем,